Экологические, творческие, технические и трудовые. Найти лагерь по душе в этом году смог каждый сыктывкарский школьник. Всего в столице Коми за летние месяцы оздоровятся и поработают 30 тысяч человек. Как устроен отдых юных горожан? Дарья Вологжанина. Туалетная бумага. Перерабатываться. Бумага. Перерабатываться. Наклейки. Вот, тут уже не хватает. Должно перерабатываться, нет? Ну вот, значит, вы что-то не то сделали. Тогда наклейки сюда. Тестирование на знания переработки и утилизации отходов устроили для мэра Сыктывкара воспитанницы трудового лагеря по благоустройству населенных пунктов. Владимир Голдин справился с заданием с небольшими недочетами. А вот девчонки в вопросах экологии подкованы на все 100. Свои знания применяют не только на практике, но и делятся с ребятами помладше. Таковы их трудовые обязанности. Этим летом Маша и Соня решили не только отдохнуть, но и ударно поработать. Мы работаем с детьми и патрулируем по городу. Мы создаем мероприятия и проводим их почти каждый день. Мы проводим, например, эко-игры, игры на сплочение и игры на разные тематики. Например, скоро у нас будут игры на военную тематику в честь первого дня войны. На базе Дворца творчества детей и учащейся молодежи несколько десятков отрядов. Есть и оздоровительные, и трудовые. Здесь же работает и самое большое количество ребят из отряда мэра – 110 человек. Ребята наводят порядок на территории дворца, собирают макулатуру и проводят с жителями города профилактические беседы по безопасности дорожного движения. Мы занимаемся профилактической акцией «Безопасный город». Мы общаемся с младшими и старшими жителями города Сыктывкара, проводим, так скажем, небольшие профилактические беседы, даем памятки, рассказываем, как правильно переходить дорогу, напоминаем правила ПДД. Также мы отдаем еще светоотражатели красивые наши. Следующая точка, которую посетил мэр Сыктывкара – столичная школа номер 1. На ее базе работают тоже 2 лагеря. Самые юные ребята проводят это лето за познавательными занятиями и спортивными играми. Смена небольшая – всего 10 дней. Каждая охватывает порядка 100 человек. Всего за эту летнюю кампанию в столице Коми отдохнут и оздоровятся в подобных лагерях 7 тысяч сыктывкарцев. В этом году поставили перед собой задачу увеличить количество всех форм организованного досуга. Поэтому в этом году 36 лагерей, детских оздоровительных лагерей работает на базе сыктывкарских школ. При этом будут лагеря работать все 3 месяца. Безусловно, основной объем ложится на июнь месяц, но июль-август тоже будут у нас работать детские лагеря, где ребята смогут отдохнуть. Здесь же работают и 40 старшеклассников. Трудовая смена длится 10 дней. Ребята занимаются благоустройством территории, участвуют в социальных акциях, проектах и профилактических мероприятиях. Каждый за работу получит свои первые деньги – 5700 рублей. В трудовом лагере находится и время для отдыха. Например, сегодня в гостях у школьников медиатор. Мы ребят немножко раскачали на этапе знакомства. Навык просто улыбнуться друг другу, сделать комплимент, зарядить на положительную коммуникацию, общение. А основной посыл, конечно, мы сейчас с ребятами играем в ситуацию Б. Ситуация Б – это игра, тренинг по развитию навыка разрешения, я бы не назвала его конфликта, а разногласия, спора, которые возникают в жизни ребенка со сверстником, с родителем, с учителем. В этом году не только весело, но и с пользой проведут лето около 30 тысяч юных сыктывкарцев. Каждый из них выбрал для себя отряд и смену по интересу. С каждым годом открывается все больше профильных направлений. На сегодняшний день в столице Коми реализуется более 50 программ. Дарья Вологжанина, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.